Добрый вечер, телезрители. Итак, самые значимые моменты в спорте за последние 24 часа. Сборная Ингушетии с успехом представила родной край на межрегиональных соревнованиях по греко-римской борьбе, приуроченных ко дню рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В течение 3 дней на базе спорткомплекса Ахмат сельского поселения Чечен-Аул за право считаться лучшими спортсменами по греко-римской борьбе состязались юноши от 8 до 16 лет. Саида Евлоева 38 кг, Ислама Налигиева 60 кг и Салавата Аздоева 42 кг. Компетентные члены жюри объявили победителями. На второй ступени пьедестала расположились Азраль Хамхоев 80 кг, Умар Аздоев 55 кг, Мухаммад Исаид Сайнароев, выступивший в весе 35 кг. Отмечу, воспитанники спортивного клуба Ади Ахмад Исмаил Махлой 41 кг, Сайфудин Хамчей 38 кг, Шейх Мансур Хамчей 45 кг завоевали бронзовые медали. Талантливый воспитанник спортивного клуба Ади Ахмад Асланбек Кастоев вместе с вице-президентами Федерации спортивной борьбы Ингушетии и тренером Исламом Хамхоем доехали до места проведения первенства мира Ю-18 по греко-римской борьбе – Иорданию. Сейчас молодой человек ожидает своего боя в Омане. По словам его министра по физической культуре и спорту Ингушетии Руслану Белхароеву, Асланбек подойдет к своему участию в этих важных стартах серьезно и будет бороться без ошибок. Главное – правильная тактика борьбы, а решительность и смелость нашего борца имеют в полной мере. Ветеран специальной военной операции из Ингушетии Джамалей Цичоев стал серебряным призером на Кубке защитников Отечества. Джамалей Цичоев завоевал серебряную медаль в соревнованиях по пауэрлифтингу. Особое внимание он уделяет жиму лежа. Это отдельное направление пауэрлифтинга, которым Джамалей занимается уже не первый год. Спортсмен убежден, что жим лежа помогает поддерживать хорошую физическую форму, поскольку в этом упражнении задействовано большое количество мышц. Отмечается, что Джамалей Цичоев служил в отряде специального назначения. Он отправился в зону СВО с целью защитить свою родину. За проявленное мужество в бою получил высокое признание медаль за отвагу. Во время одного из обстрелов он получил серьезное ранение. Занятия спортом сыграли ключевую роль в его реабилитации, что позволило герою вернуться в активный образ жизни и участвовать в спортивных соревнованиях. Ранее я говорил вам еще об одном ветеране специальной военной операции, Абукаре Хашигулькове, который стал обладателем серебряной медали на межрегиональном этапе Кубка защитников Отечества. Идрис Алиев, Муслим Арсамаков и Ахмед Хулагов стали обладателями медалей на региональном чемпионате Азии по джиу-джитсу, которые проходили в Шымкенте. Золотую медаль получил Идрис Алиев, ученик Антона Муратова. Он стал лучшим в весовой категории до 85 кг среди взрослых спортсменов GI. Бронзовую медаль завоевал Муслим Арсамаков, ученик Латифа Юсупова и Наиля Алкамова. Он занял 3-е место в своей возрастной группе 16-17 лет и весовой категории до 77 кг в дисциплине GI. Еще одну бронзовую медаль получил Ахмед Хулагов, ученик Ержана Касенова. Ахмед выступал в той же возрастной категории 16-17 лет, но его вес не превышал 62 кг. Все эти результаты свидетельствуют о высоком уровне подготовки ингушских спортсменов и их способности конкурировать с лучшими спортсменами. Любое соревнование – это испытание, в котором славу получает истинный боец, и этим бойцом является наш Калой Картоев. В этот день 8 лет назад, в 2016 году, Калой стал серебряным призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 86 кг. Напомню, что Калой Картоев является призером чемпионатов Европы, мира и двухкратным чемпионом Турции. Это были все спортивные новости на сегодня. Спасибо за внимание.